Я тоже свидетель этому беспределию. Беспределие. Они порядок не наводят. Они убивают мирно. Пришли убивать нас, это уже понятно. А Путин сидит в телевизоре и заявляет, что у нас война закончилась. Где она закончилась? Война, такая война у них закончилась, не у нас. Вот эту женщину тоже пострадавшую принесли, точнее будет, принесли на руках женщины. Вот она тоже заявляет, что так их мучают. Эта женщина призывает людей к забастовке, чтобы все женщины, дети, все встали вместе и заявили свой протест против вот этих военных, чтобы вывели вот эти вот войска из Чеченской республики. 8 детей она сама без мужа вырастила, муж умер. 19 лет как умер муж. Сама вырастила детей. Вот за это ей благодарность, они вот так вот ей отплатили. Освободители. Эта женщина сама инвалид. Вот мужчина. Инвалид второй группы, вот этот мужчина, он сам говорит. Вот с 22, с 21 июня они каждый вечер начинают стрелять беспредельно, вот эти вот выстрелы в разные стороны. И вот эти люди 3 дня назад все это началось, и с этого времени вот эти люди не могут дома находиться, потому что им все время нужна помощь врача. Все они больные, инвалиды. Эта женщина, она ухаживает за больным мужем, который у нее лежит. Сама она инвалид тоже. Алми Гердон, перевод ее. Существует, это не война, это скрытая война. Мы не виноваты, над нами издеваются. Нельзя врача привезти, его дома не оставляют, лежачих не оставляют. В чем дело, мы понять не можем. В конце концов, нигде в мире не было этого издевательства. Зачем над нами издеваются? Что мы им сделали? Ничего абсолютно. Мы в Россию не поехали. К нам заехали, каждый кустик заняли, из этих кустов стреляют. Женщин, детей, всех. Кто-нибудь над ними-то командует, он может какое-то указание сделать. В конце концов, прекратить нужно это делать. Конец этому беспределу будет. Я ухаживаю, муж твой больной первой группы, и не дает никакой спокоя. И у него есть астма и другие болезни, разные. Много болезней. Много болезней. И он еще добавляет его болезнь, но это издевательство. Я не знаю, что с ними сделать, зачем, что мы делаем, чего с нами случилось. Мы не воюем, мы ничего не делаем, мы калеки, мы слепые люди, калеки. Дети, а ребенок под этих раны, а в чем он виноват? Уколом успокаивает мой муж. Днем 3-4 раз кресту. Из-за этих вот выстрелов, из-за этих шумов. Он издевается. Если это услышит разговор, у него болезнь еще добавляет. Нигде не фиксируется то, что с нами делают, а то, что у них каждый день погибают солдаты, которые погибают на тех же минах, которые они сами закладывают. Вот вчера, например, женщина говорила, что она в окно видела, как они С вертолета сбросили гранату. Это было неделю назад. Прямо перед домом граната взорвалась. А то они в гаражах сами закладывали это взрывоустройство. Женщина видела это.
Они все вместе собрались и пошли, заявили, чтобы они сами убрали то, что они заложили. Потом они начинают делать облавы, начинают какие-то зачистки у них. Приезжают до Чубарзоя, это 15 километров отсюда. С какой стати они едут сюда, это Грозненский район, когда мы относимся к Шалинскому району. Когда мы требуем, куда увезли наших братьев, отцов и сыновей, они заявляют, что не знают. Не знают, какие это военные были. Как это можно? Они друг другу не подчиняются. Так они и заявляют. И командующие тоже заявляют, что у них нет никакой власти. Солдаты, которые им должны подчиняться, они их не слушают. Что воротцу занимает и уносит у бедных. Правильно, правильно. Сейчас время такое тяжелое. Одной женщины я встретил вот сейчас, вот минут 20. Лежит, прямо льет слезы, как с ведра, плачет. А что с тобой, говорю? Она отвечает. Вчера, как позавчера, пришли на очистку, унес у меня пенсии, который получил пенсии. Все унес, воротцу занимался, все унес, воровал эту пенсию. Унес. Вот несколько месяцев один раз получаем пенсию, и ту они забирают, отбирают. Отбирают вещи, аппаратуру забирают. Говорят, нет паспорта, значит ворованное. Чеченец, это значит с большой буквы убийца, бандит. Вот они как считают. Это просто уничтожение нации. Да. Вот таким бизнесом вот эти русские тут занимаются. И сами они в лицо это заявляют каждому чеченцу и чеченке. И так, вот женщин тоже стоит. Вот она. Сегодня меня ударил солдат. Я не знаю, солдата, кто ударил, солдат. Или тяжелыми словами сказал. Конечно, не верят. Мальчика с 10-го дома забрали из дома, увезли в Шали, напоили его ядом, убили, а потом заявили, что они не знают. Это их не касается. А он 4 дня мучился и умер. Родители увезли его в Владикавказ, там он скончался, не приходя в себя. И врачи, это смешно, врачи в Владикавказе не могут определить, чем его они напоили. Сами признали, что калий напоили его. Калий, тоже калий, яд какой-то. Ценности, калий, наверное.